Я вообще энтузиаст машин. Я работал в Макларене, в Jaguar Land Rover в Англии. Люблю электромобили. Там же разрабатывал батареи, мотор, весь powertrain. Вот. И как бы я как люблю машины и так далее, я мы решили с моими коллегами взять машину бензиновую, убрать бензиновый бак, двигатель и поставить вместо него электрический мотор с батареей и контроллер. И на данный момент машина сейчас едет 100 километров при хорошей погоде, но эта машина, можно ее удлинить, ну, как бы сделать больше на 500 километров, на 600 километров. Сейчас на данный момент мы заряжаем от обычной розетки, вот, 220 вольтовые, но если это у нас на данный момент низкий вольтаж батареи. Если мы чуть выше поставим, то тогда можем использовать зарядки, вот, которые стоят по всему миру, по всему Казахстану на данный момент, которые сейчас 110 зарядок. Вот. И если у нас вольтаж еще повыше сделаем батареи, то тогда мы можем использовать зарядки Tesla. Буквально час, 50 минут. С обычной розеткой. Самая главная цель, почему я это все делаю, для того, чтобы создать первый казахстанский бренд электромобиля, электрокара. Вот. На данный момент мы будем разрабатывать прототипы, 30 прототипов прям полностью нового дизайна машины. Вот. У нас будет более 200 патентов на эту машину и так далее. Будут международные партнеры, это будет прям международный такой бренд, который будет конкурентом всем передовым автомобилям на данный момент, включая и Теслу. Это все реалистично. Вот. И вообще еще и близкие наши цели, это вообще брать бензиновые машины старые и электрифицировать, и вставить электромотор с батареей. И мы считаем то, что много людей могли бы очень много взять с этого, не платя за бензин и так далее. Вот. И вот какая-то у нас вот такая идея. Также и хотим и электрифицировать наш публичный транспорт, включая такси, которые также могли бы переделывать эти машины в электро. На данный момент как бы сейчас проект стоит на уровне реализуемости, в плане прототипов и так далее, и потом уже уходить к коммерциализации. Сейчас гранты, насколько я знаю, в Казахстане выделяются очень хорошо. Вот. Мое вообще предложение по электротранспорту — это выстроить такую дорожную карту, прям такой проект, как мы должны электрифицировать полностью. И туда должны не только мы зайти, но и должны зайти и люди, которые этим тоже непосредственно занимаются. Я думаю, тогда мы тоже можем сделать такой импакт и такую революцию в нашем транспорте. И опять-таки же можем сохранить воздух, чтобы был экологичный. Вот. И я думаю, это больше такой проект, который на самом деле электротранспорт, он соединет и с возобновляемой энергией, и очень много, и также перерабатывания. У нас также есть заготовки на переработки батареи, когда она будет умирать через 7 лет. Вот, как бы есть много идей на самом деле, и, конечно, было бы отлично посмотреть возможности выработать такой проект на дальнейшие планы с конкретными целями. Вот эти проекты международные с Илоном Маском, это не связано с моим стартапом на данный момент. Это как бы я во время учебы это все делал, и сейчас до сих пор это делаю. Первая команда была Warrior Hyperloop. Мы участвовали в SpaceX Hyperloop турнире и зашли в топ-35 команд со всего мира из 1600 возможных команд. Вот. Это был полуфинал. У нас было более за 3 года. Я лидировал эту команду, и там было 400 человек. В моем управление было за 3 года. Вот. Мы построили 3 прототипа, именно Hyperloop капсулы, которые развивают 500 км в час буквально за 11 секунд. Вот. Это очень новая технология, которая разработана Илоном Маском. Вторая технология, вторая команда, которая сейчас достигла очень интересных новостей. Буквально 5 дней назад мы получили повестку от Илона Маска турнира. Этот турнир фокусируется на постройке туннелей для Hyperloop и для Tesla машин. Это новые туннели, которые будут быстро строиться и делать наш движение по всему миру не только 2D, которое мы сейчас на дороге ездим, а 3D на самом деле. Это будет, и все мы пробки сможем соединить. И вот, 5 дней назад мы получили информацию, новость о том, что наша команда прошла в финал Илона Маска турнира в 3% со всего мира.
из 400 возможных мы зашли в топ-12 команд, вот в 12 команд. Против нас сейчас как бы и выступают, ну, наши конкуренты это MIT, это Корнелл, это с Цюриха университет, это с Мюнхена, все топовые университеты мира. Мы сейчас начинаем строить этот наш прототип, который будет делать туннели в Англии. И до лета, куда холоса, мы построим прототип, и мы все собираемся, все команды у Илона Маска в штабе в Калифорнии. Обычно Илон Маск участвует на всех турнирах. Сейчас также параллельно моего электромобиля, скажем, электротранспорта в Казахстане, также параллельно я развиваю команду в Англии, где у нас 400 человек, которые будем строить прототип и готовиться к встрече Илона Маску и его команде продемонстрировать нашу технологию. Это будет два варианта. Это будет для Hyperloop в низкое давление и также для туннель для электромобилей. Потому что бензиновая машина в этом туннеле нельзя, потому что из-за загрязнения воздуха. Из-за этого электромобили только будет можно будет ездить, но эти электромобили будут заезжать на платформу. И на платформу человек ездит по городу, и раз он спустился вниз на платформу, а эта платформа уже сама автоматически, думая с другими платформами, едет, и никаких пробок никогда не видно будет. Не будет по всему городу. Это идея, чтобы пробки большие сейчас на данный момент в Лос-Анджелесе, на Highways, и в Лас-Вегасе. И на данный момент эта технология могла бы сократить очень много времени всем людям в достижении с точки А до точки Б.